Потери экономики России из-за новогодних праздников смогут составить за 11 дней несколько триллионов рублей в денежном выражении, считают эксперты. Длительный отдых ведет к потерям прежде всего в производительности труда, так как останавливается производство, либо снижаются его объемы. Нарушается трудовой ритм, теряются компетенции, которые после отдыха надо будет восстанавливать даже высококвалифицированным специалистам. Наиболее резко падает производительность на производствах, в частности, в обрабатывающей сфере примерно на 15-20%. Большие материальные потери в сфере общественного транспорта, так как упадут потоки пассажиров. Пострадают и грузоперевозки, на стройках также останавливается процесс. Не стоит забывать и о потерях государственного бюджета. При этом есть и положительная сторона. В условиях пандемии долгие каникулы помогут сэкономить на расходах системы здравоохранения и сохранить жизни граждан. Новогодние праздники позволят населению страны отдохнуть и выйти на работу с новым запасом сил, что в итоге положительно скажется на производительности труда, полагают эксперты. С начала этого года не только 12 крупнейших системно значимых банков, но и все банки с универсальной лицензией должны предоставлять клиентам возможность делать межбанковские переводы через систему быстрых платежей. Они бесплатны в пределах 100 тысяч рублей в месяц. Комиссии за переводы на более крупные суммы ограничены 0,5%, но не могут быть более 1500 рублей. Идентификатором переводов в системе быстрых платежей выступает номер телефона. А с 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через систему быстрых платежей. Крупнейшие торговые сети и интернет-магазины уже настроили такую оплату. Для покупателей сканирование QR-кодов удобно при покупках в интернете. Не надо вводить данные карты, исключается риск их последующей утечки. А для торговых точек издержки на прием оплаты через систему быстрых платежей в 2-3 раза ниже комиссий за прием карт. Заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев заявил, что количество проверок в отношении бизнеса увеличится в 2021 году. Однако ожидать резкого роста их числа не стоит. Он также добавил, что в первую очередь проверяющие придут из Роспотребнадзора, Роструда, МЧС и Россельхознадзора. Однако у Минэкономразвития есть задача не допустить резкого числа контрольных мероприятий. Она прописана в общенациональном плане восстановления экономики. И я уверен, что этого не произойдет, так как правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса на весь 2021 год, отметил замминистра. После введения весенних антиковидных мер были прекращены все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также введены серьезные ограничения для внеплановых проверок. Промежуточные итоги за первое полугодие 2020 года показали, что число проверок по сравнению с первым полугодием 2019 года снизилось на 46%. Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Уже с начала декабря на АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8% до 48 тысяч рублей и почти 49 тысяч рублей за тонну соответственно. Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет. Тренд на увеличение цен на топливо может укрепиться за счет повышения цен на нефть, которые выросли в начале 2021 года почти на 10% до $56 за баррель. Курс рубля к доллару при этом почти не укрепился. В результате экспорт бензина становится для нефтекомпаний еще более выгодным.